Здравствуйте, Камыстинская районная библиотека предлагает вашему вниманию видеоролик «Мой край, моя глубинка». По данным учителя Камышинской средней школы краеведа Леонида Евгеньевича Ракшевского, первые украинские крестьяне появились в наших краях в 1906 году. Среди первых переселенцев были семьи Зинченко и Кикоть. Остановились они у пресноводного заросшего камышом озера. Несколько позже сюда подъехали другие искатели счастья. Так появилось Камышное. Его название само говорит за себя. Село постепенно росло, увеличивались посевы, поголовье скота, крепли связи с местным казахским населением окрестных аулов. Колхоз в селе появился в 1928 году. Назвали его «Красный Путиловец». Председателем избрали одного из первооснователей Камышного Порфирия Кикотя. В 1930 году в Камышном, бывшем Поповском доме, открыли начальную школу, где долгие годы преподавала Александра Ивановна Андрусик. Камышное стало расти более бурными темпами с 1935 года, когда в нем создали МТС, названную Чтогоринской. Сельский совет в Камышном появился после МТС и назывался он Свердловским. В 1954 году началось освоение целины, которое, конечно, не обошло и Камышное. Сюда, в колхоз и МТС, стала прибывать из разных уголков страны молодежь. Среди вновь прибывших были Косьма, Слободян, Комарь, Дума, братья Субботины и много других. Стройка в Камышном началась с возведения жилья, зданий для райкома, райисполкома, других организаций и учреждений. В числе первых возвели Дом культуры, Дом пионеров, библиотеку, школу, больницу, гастроном, чайную. В райцентре появились также крайне необходимые организации и предприятия, как автобаза, хлебоприемное предприятие, райком, школа-интернат, почта, больница, детсады, райфо, банк, сберкасса. Указом президента Республики Казахстан от 17 июня 1997 года Камышинский район переименован в Камыстинский район. Решением Кустанайского облисполкома и акима Кустанайской области от 23 июня 1997 года село Камышное, административный центр района, переименовано в село Камысты. Надо сказать, что наш район и его райцентр за эти годы получил неизменное внимание со стороны руководителей республики, области, деятелей науки и культуры. Напомним о приезде к нам первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева во время открытия железной дороги, деловые визиты министров, крупных творческих деятелей, в том числе космонавта Волынова, певицы Розы Рымбаевой, поэта Сырбая Мауленовых и других. Спасибо за внимание.